Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Рахмонзода от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Рахмонзода Абдуджабора Азизи от должности помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Зарифзода от должности председателя района Шамсидин Шохин Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Зарифзода Почохона Хабибуло от должности председателя района Шамсидин Шохин Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Дустзода от должности председателя Нуроботского района. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Дустзода Хасана Тагдира от должности председателя Нуроботского района в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Рахмонзода чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Узбекистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Рахмонзода Абдуджабора Азизи чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Узбекистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Гулзода, исполняющим обязанности председателя района Шамсидин Шохин Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Гулзода Зафара Шамсудина, исполняющим обязанности председателя района Шамсидин Шохин Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Джобирзода, исполняющим обязанности председателя Нуроботского района. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Джобирзода Додарджона Пулода, исполняющим обязанности председателя Нуроботского района. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан освободить Идизода Файзали Фузайлшо от должности начальника управления образования, культуры и информации исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан освободить Сафолзода Мухаммадик Курбона от должности старшего советника аппарата помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью в связи с уходом на пенсию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 4 мая 2021 года. К другим темам. Столица Таджикистана превращается в современный мегаполис с высотными жилыми домами и социальными учреждениями. При этом процветающий Душанбе становится еще более удобным для проживания, красивым и зеленым. По инициативе и поддержке председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, работы по благоустройству и озеленению на улицах и площадках столицы не прекращаются ни на один день. Рядом с новыми высотными зданиями возникают скверы и зеленые островки, где с удовольствием проводят время жители и гости столицы. Здание Счетной палаты Республики Таджикистан расположено на проспекте Рудаки, и высаженные цветы вокруг него добавляют центру города неповторимый шарм. Коллектив этого учреждения, полностью поддерживая инициативы председателя города Душанбе в отношении благоустройства и озеленения, высадили вокруг здания 23 тысячи сезонных цветов. Цветы высажены таким образом, чтобы радовать глаз прохожих. Чтобы напомнить о предстоящем праздновании 30-летия независимости нашего государства, цветы высажены в виде символа 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан.
Благодаря правильной организации созидательных работ и озеленению столицы, Душанбе стал одним из самых зеленых, цветочных городов. Жители и гости столицы каждый день отправляются на прогулку наслаждаться ароматом, красотой и яркими красками цветов. На пересечении проспектов Саади Ширози и Нигмата Карабаева в районе Фердовси города Душанбе со стороны Счетной палаты также высажены цветы, обновлены тротуары и выложены декоративным камнем, что добавило этой местности красоты. Столица Республики Таджикистан Душанбе была признана международными экологическими организациями зеленым и экологически чистым городом, что является предметом гордости его жителей. В 2017 году Счетная палата Республики Таджикистан построила сквер и спортивную площадку на улице Ширали-Зода в районе Сино города Душанбе, чтобы создать благоприятные условия для занятий спортом молодежи и подростков. Но из-за безответственного отношения местных жителей к инвентарю, чистоте и порядку приходится вновь ремонтировать спортивную площадку и аллею. А сознательные жильцы вышли на хашар по очистке территории и убрали мусор и сорняки. Продолжая вносить свой вклад в строительные работы, Счетная палата Республики Таджикистан в 2018 году построила новую спортивную площадку на улице Камоли-Худжанди в столичном районе Шох-Мансур. И это спортивное сооружение также будет отремонтировано и вновь покрашено. Жителям необходимо уделять внимание чистоте окружающей среды и не пренебрегать усилиями, затраченными на строительство скверов, аллей, детских площадок. При ответственном отношении к общественной собственности и бережном использовании спортивного инвентаря и современной детской площадки они прослужат еще долго, радуя и детей, и взрослых. Зумрат Файзиева, Баутур Истамов, Рано Азизи. Новости. По меньшей мере 4 человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. В результате столкновения катера и баржи на реке Падма в Бангладеше погибли не менее 28 человек. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Умелые руки таджикских мастеров испокон веков украшали дома резьбой по дереву и ганчу, ткали ковры, уникальные ткани, лепили глиняную посуду, создавали ювелирные украшения и многое другое, что изготавливалось из чистого и натурального сырья. Сохранение национальных видов искусства и ремесел, в которых заложен дух наших предков, имеет важное значение. Ведь сохранение и развитие народно-декоративно-прикладного искусства в целом и народных ремесел, в частности, влияет на повышение национального самосознания и самопознания. Художественная резьба по дереву чубкори – один из древнейших и наиболее распространенных видов декоративного искусства. Резьба по дереву применялась при украшении колонн, зданий, а также для изготовления предметов быта. Раньше по многообразию и насыщенности извивов, количеству узоров и орнаментов на входных дверях, а также в доме определяли статус хозяина. В каждом регионе Таджикистана резчики по дереву создавали свои неповторимые орнаменты. В современном Таджикистане искусство резчиков по дереву не забыто, а наоборот получило новый виток развития. Примером этого может служить зал Гулистон комплекса Кохи-Навруз общей протяженностью более 6,5 квадратных метров, украшенный резной работой мастеров из Худжанда, из Фары и из Таравшана. Резные колонны и двери, выполненные таджикскими ремесленниками, представляют собой уникальные архитектурные шедевры, отражающие полет творческой мысли и высокого мастерства таджикских умельцев. Еще одно направление резьбы по дереву – это изготовление посуды и предметов быта. В Таджикистане есть целые династии мастеров, для которых занятие ремесленничеством является семейным делом. В Таджикистане в каждой семье есть деревянные тарелки, которые используют в быту, особенно для подачи национальных блюд, в частности курутоба или фатир-шурбо. Деревянные тарелки табаки-чуби создают вручную из деревьев орех или чинара. Древесина этих пород деревьев используется с учетом критерий прочности и долговечности. Каждый вид древесины имеет свой собственный аромат и цвет. Особенно ценятся изделия из ореха. Они добавляют блюду красоту и насыщенность вкуса, делают блюдо более изысканным. В народе считают, что еда из деревянной посуды является более целебной.
По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, 5-6 мая 2021 года в ряде районов страны, за исключением Горно-Бадахшанской автономной области, прогнозируются интенсивные осадки в виде проливных дождей, грозы и града. В предгорных и горных районах Хатлонской области, а также районов республиканского подчинения ожидается сход селей. Синоптики также прогнозируют повышение уровня воды в реках, текущих с южных склонов Гисарского хребта. В этой связи в целях недопущения несчастных случаев Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне просит граждан соблюдать меры личной безопасности. Особое внимание следует уделять детям, не оставлять их без присмотра. В целях предупреждения затопления улиц и домов Комитет по чрезвычайным ситуациям также просит население прочистить все арыки и канавы, проходящие рядом с их домами. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!